портреты, которые висят, ну, якутская интеллигенция, якутский народ всех знает. Те портреты, которые... Это также мои герои. Во многих моих спектаклях они каждый по-своему участвует. Но самое главное, то, что эти люди, вот как раз-то эти люди в духовном плане, и одухотворенные люди. Каждый раз, когда я веду передачу «Еден», то распускаются вот эти портреты и ответственность перед ними. Оно, конечно, пронизывает каждое твое слово, каждое твое действие. Поэтому я настоял на том, чтобы повесить. Кстати, это сделал-то мой жених, Руслан Тараховский, главный режиссер, он это... Потому что я знаю, вы же знаете, что по правительственному 70 это не юбилей. 75 там, я бы всячески отнекивался. Но поскольку театры, они все это организовали, то по известному выражению, если это мероприятие не может установить, то надо его возглавить. Да. Не может установить, значит возглавить. Поэтому я решил в формате эдитора. Поэтому те, кто сейчас будут разговаривать, я хотел бы, чтобы вы, если можно сюда не уходить, то можно не уходить. Вот все равно мы видим, экран работает. Александра Васильевна Ачирова. Это наша сестра. Сестра. Вот сейчас сначала пусть объявите, а потом я скажу, почему она сестра. Скажите, кто это? Член-корреспондент Российской академии художеств, доктор философских наук, поэт, член Союза писателей Российской Федерации, сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Васильевна Ачирова. Спасибо большое. Меня немножко понизили, я академик академии. И думаю, что меня никто уже не отберет это звание, потому что я этим очень горжусь. Мы приехали сюда с большой нежностью, с самыми лучшими пожеланиями. Со мной вместе приехал заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Юлия Игоревна Петрова и председатель Совета Союза живых городов Александра Лазукина в женском составе, потому что родился великий человек, и любой народ на этой земле был бы счастлив иметь такую личность, такого великого режиссера, такого мыслителя и такого философа с уникальными качествами своего собственного народа и всех тех культур, которые сейчас представлены на сцене в виде героев лучших спектаклей этого театра. Я искренне поздравляю вас с этим юбилеем и не юбилеем, как вы сказали, потому что вы уже прописали себя в той вечности, которая превращается потом в эпосы, и в поколенческой преемственности она переходит как знак, который освещает эти поколения теми смыслами, которые прописаны в многовековой культуре народов нашей земли. Здесь очень хорошо вас поздравили. Я не буду превращать свое поздравление в доклад, но хочу сказать, что я еще являюсь сопрезидентом общероссийского движения за сбережение народа. И таким образом я хочу вас поздравить от имени этого движения и от имени Ассамблеи народов Евразии. И хочу вам вручить награду, высшую награду нашего движения, таким образом от всех народов общероссийского движения за сбережение народа, которое имеет титул того понятия, которое сейчас вошло в концепцию национальной безопасности России. Это сбережение народа.
что вы сберегаете народ по самой сложной теме, гуманитарной теме нашей политики, это представляя великую культуру. И культура – это, естественно, самая смыслообразующая сфера. Я хочу вам вручить эту награду, почетный знак нашего движения, который вручается самым выдающимся людям, представляющим культуру, представляющим политику. Ее имеет генеральный директор ЮНЕСКО, имеют представители Организации Объединенных Наций и выдающиеся люди многонациональной нашей культуры. Разрешите вам это вручить, и почетный знак, и мне придется к вам пройти, или вам ко мне. Живите долго, берегите себя. Я хочу сказать, что я очень люблю вас и как брата, и как человека, и как великого мыслителя и режиссера. Я желаю всем присутствующим в зале, я желаю особенно Александру Николаевичу Жиркову, которого я успела полюбить и знаю уже очень давно, руководителю этой прекрасной республики, и всем-всем сохранить все то, что вам досталось от прежних поколений. Берегите все это и будьте все здоровы и счастливы. Спасибо.